Салам алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 28 мая 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас сердечно приветствую всех. Сердечно просто. Так. Немножечко подвинем. Вот так. Друзья, напоминаю вам, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Тех, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не ставьте лайки, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку. Просто смотрите. Так, Дырова на свалку, салам алейкум, маш воля сандели, салам ашалхуль, шамсад довели, ва алейкум ассалам. Я вас всех сердечно приветствую. И в начале, вчерашний наш стрим по техническим причинам мне не удалось провести, так как, да, кстати, вот Black Flam пишет, сам последний стрим не дали провести, наверное, очень острая тема, начали дидосить. Да, Black Flame, поэтому я ее сегодня проведу, эту передачу. И по какой-то причине, не будем сейчас на них наговаривать, но по какой-то причине вчера оба телефона перестали работать. Возникли проблемы, хотя у меня в TikTok продолжал идти стрим, а вот в YouTube у меня возникли проблемы. И потом и второй телефон тоже. Ну, это может быть связано с какими-нибудь проблемами тут, поэтому, ну, да ладно. Поэтому неважно. Главное то, что у нас есть возможность все равно не вчера, так сегодня, не сегодня, так завтра доносить до людей правду, чтобы люди знали правду. Ну, по крайней мере, нашу точку зрения по сложившейся обстановке в мире и, в частности, во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. И сегодня мы об этом поговорим. Но перед тем, как поговорить, я бы хотел сообщить вам, как обычно, информацию от наших героев, без преувеличения, воинов света и героев, от Збройных сил Украины, от Генерального штаба Збройных сил Украины, как обычно. За прошедшие сутки убито либо ранено русских террористов 1460 бандитов, 21 танк, 40 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 15 БПЛА, 46 автомобилей техники и цистерны и 4 спецтехники. Слава ЗСУ! Слава Украине! Слава великому украинскому народу за то, что он бьется за свою свободу и, соответственно, и за нашу тоже. И мы все должны им помогать в этом, все. Аслан, здравствуйте, вы так помолодели. Да, знаете, конечно же, я не выгляжу так угрожающе, как выглядел совсем недавно. Но я вам скажу, что вот парикмахер, который меня подстригал, он подстриг меня на кадыровский лад, скажем так. И мне мой друг говорит как раз, не только он, но мне еще некоторые говорили, что мне она не идет. И мне мой друг говорит, ну зачем ты ее такую длинную отпустил? И я сразу же думаю, ну все, надо сносить, потому что уже похож на кадыровцев. Поэтому убрал. Поэтому все нормально. С бородой или без, я остаюсь тем же, кем я был. Поэтому не волнуйтесь. Мне тут один писал, что лев без гривы, типа лев без гривы это львица, что-то такое было. На самом деле лев может обгореть, потерять гриву, лев может побриться, потерять гриву. В драке там еще как-то что-то там потерять, но он остается львом.
А львица, даже если ей приклеить, остается львицей. Ничего ни хорошего, ни плохого в этом нет. Борода не делает человека мужчиной и не снимает из него, не делает его женщиной, если он без бороды. И все вот это ерунда. И вот так сложилось, друзья. Оставьте бороду, поехали дальше. Мы говорим о таких больших, значимых, исторических вещах, что говорить и тратить время на бороду, ну, не имеет смысла. Ну, давайте почитаю ваши комментарии, друзья, чтобы вы не скучали. Так. Ассаламу алейкум, Шамиль. Ва алейкум ассалам. Да, вчера оборвали эфир, нужно начать с постоянных подписчиков, иначе атакуют до начала. Нужно начинать с постоянных подписчиков. Не понял, Шамиль, мысль. Зачем бороду убрал? Ага. Аслан был в образе. Главное уметь вовремя выйти из образа. Ну, нет, Шамсад, не хочу с тобой спорить, Бацализа. Нет, но пусть будет так. Да. Аслан, что за случай там с чеченцами в США? Да, давайте, это тоже можно сейчас упомянуть. Это тоже очень важный момент, так как мы знаем, что 3 мая 2024 года в Соединенных Штатах Америки был убит Рамзан Дараев. Об этом нам тогда сообщали, и я, если вы помните, делал в разделе сообщества, делился ссылкой от одного американского YouTube-канала. Информации мало о том, что произошло. Известно только, что вот то, что мне известно, не из статьи Fox News, а то, что вот в целом известно, что это братья, родственники, которые перебрались в Америку, которые занимались прокладкой кабеля. На тот момент, в этот день убийства, Магомед Дараев, и с ним был еще один парень, может быть родственник, может нет. Сейчас я постараюсь его фамилию найти тут. У него фамилия не Дараев была. Джанкутов, Атсалан Джанкутов. Ну, может, фамилия неправильно написана, потому что Джанкутов это не чеченская фамилия, но, может быть, он, когда ты на английский манер переводишь, неправильно написано, может быть, фамилия. Он находился в автомобиле, вот этот Атсалан. Рамзан шел вокруг места, где они только что проработали. И в это время к нему подошел мужчина, он фотографировал Рамзан. В это время к нему подошел мужчина, попросил его не фотографировать. Сейчас мы знаем, что этот человек сказал, чтобы не фотографировал его семью, его детей. И завязалась ссора, конфликт, и произошла стрельба. И Рамзан был убит. Как мне рассказывали, Рамзан разговаривал по телефону в это время, он не дрался, он выставил вперед руку, пуля пробила руку, он побежал, и в этот момент в него стреляли. И как рассказывали вначале, распускали слухи, что там, ну, просто уже было обычное убийство, хладнокровное убийство. После того, как приехала полиция, убийца сказал, что он мигрант, а он ненавидит мигрантов. Странно, конечно, что в мигрантской Америке, что кто-то может ненавидеть мигрантов. Я не знаю, насколько это достоверна, эта информация. Но я вам сейчас расскажу, о чем говорит Fox News. Таинственная стрельба в Северной Каролине. В северу от форта Либерти, ранее форт Брэгг. Недалеко от места, где живут и тренируются одни из самых элитных американских сил специальных подразделений, специальных операций. Расследуется управлением криминальных расследований армии
обратите внимание, причем здесь армия, а также местной полиции. Стрельба произошла 3 мая в Картадже, Северная Каролина, в 20 часов 15 минут после телефонного звонка о подозреваемом нарушителе рядом с жильем солдата спецназа. Возле дома солдата были обнаружены двое чеченцев, плохо говоривших по-английски. Семья утверждает, что подозреваемый нарушитель, 35-летний Рамзан Дараев из Чикаго, фотографировал их детей. Когда его попытались остановить возле линии электропередач в лесистом участке, части участка, завязалась драка, и Дараева несколько раз выстрелили в упор. Второй мужчина, Джанкутов Адсалан, находился в автомобиле на некотором расстоянии от места происшествия. Его допросили и отпустили. Расследование возглавляет офис шерифа округа Мур. ФБР сообщила Fox News. Наши партнеры из офиса шерифа округа Мур связались с ФБР после смертельной стрельбы в Картадже. Специальный агент встретился со следователем и предоставил лингвиста для помощи и интервью из-за языкового барьера. Шериф Ронни Филдс заявил, звонивший указал, что заметил человека, фотографировавшего на участке, и тот стал агрессивен по отношению к жителю дома. Покойного обнаружили примерно в 250 ярдах от дороги вдоль линии электропередач на жилом участке. Идентификация о Дараеве изначально не была установлена, то есть не знали, кто он. Однако его личность позднее была подтверждена членами семьи и международным удостоверением, найденным в его автомобиле. Стрелок был идентифицирован как полковник армии США, проживающий по месту происшествия. Солдаты спецназа США по всей стране в последние годы сталкивались со странными взаимодействиями, которые, по их словам, связаны с подозрительными наблюдениями за ними и их семьями. Многие считают, что базы американской армии становятся все более частой целью иностранных разведок. Инцидент со стрельбой в Картадже 2 недели назад мог быть случаем ошибочной идентификации. У двух чеченцев не было личных документов. У них были 2 мобильных телефона с контактами на русском языке и фотооборудование. Они не носили форму компании, в которой якобы работали. Шериф Ронни Филдс сообщил, что Дараев работал субподрядчиком Utilitas One компании из Нью-Джерси на момент своей смерти. Следователи продолжают проверять его официальное трудоустройство и миграционный статус. На момент происшествия у Дараева не было ни оборудования для работы, ни спецодежды, ни удостоверения. Об этом инциденте было сообщено в Министерство труда США, Управление по охране труда. Источники сообщают Fox News, что трудоустройство в энергетической компании часто используется как прикрытие для разведывательной деятельности агентами разведки США для наблюдения за иностранными целями за границей. В отдельном инциденте 18 месяцев назад в округе Мур произошла еще одна таинственная атака со стрельбой, направленная на 2 электроподстанции. В результате атаки до 40 тысяч жилых и коммерческих клиентов остались без электроэнергии в Северной Каролине почти на 2 недели. Отключение электроэнергии в основном затронуло сообщества, густонаселенные семьями спецназа США. Менее чем за 2 недели до инцидента с подстанцией в округе Мур ФБР направило в частный сектор отчет, предупреждающий об увеличении количества угроз электрической инфраструктуре от лиц, придерживающихся идеологии расового или этнически мотивированного насильственного экстремизма. ФБР взяло на себя расследование этого инцидента, которое остается нераскрытым. Семья Дараева запустила петицию на Change.org под названием «Справедливость для Рамзана Дараева», которая уже собрала более 11 тысяч подписей с добавлением. Рамзан покинул Россию, не осознавая, что самая большая несправедливость по отношению к нему произойдет в свободной стране, где теоретически он должен был получить защиту. Эта стрельба 3 мая в Картадже, возможно, была просто случаем
ошибочной идентификации. Но члены сообщества спецназа задаются вопросом, почему два чеченца, говорящие по-русски, фотографировали возле резиденции элитного спецназа армии в 20 часов 15 минут в пятницу вечером, примерно через 10 минут после заката, и почему ФБР не возглавляет расследование. ФБР сообщила Fox News, что бюро не открыло контрразведывательное расследование, добавив, местное расследование не выявило доказательств федерального преступления, добавив, что ФБР находится в регулярном контакте со следователями офиса шерифа и готово начать расследование, если выявится федеральный вопрос. Но исходя вот из статьи, которую только что я зачитал, Fox News, могу сказать, что американцы не утверждают, конечно, что он связан, но вот военные, может быть, это какое-нибудь военное братство, что они говорят, почему он вечером оказался. Если человек оказался вечером, его не следует убивать, как минимум. Он мог задержаться на работе, у него могли быть какие-то проблемы, бывает, начальство гоняет и вынужден допоздна работать. Бывает так. Я лично здесь в Германии работал допоздна, когда уже нужно было сдать работу. И такое возникает. Потом также указывалось, что в телефоне у них там были русские номера, русские телефонные номера, а у меня, больше половины на русском языке русские номера. И да, я говорю на ломаном немецком, как они говорили на ломаном английском. Да, есть вещи, которые стоит обратить внимание о том, о чем они говорят, что 18 месяцев назад, то есть 1,5 года, именно в Мур, это округ Мур, тоже была таинственная стрельба и таинственная атака со стрельбой, направленная на электроподстанции. Это, конечно, может быть совпадением, но это наталкивает следствие и военных на мысль, что человек там находился не случайно. И об этом нам говорит Fox News. Величина дал гештуэль алдизвай в первую очередь. Он дальше вайн худумилду хушдацик хиллак саг вина исха вайн точно. Цундел дал гештуэль дал иман собор лоэль гергалчная масерна. Вот такая вот ситуация, что произошло. Пока дело не передано в ФБР, то есть оно не является федеральным преступлением, а бытовое преступление, значит, если пока занимается этим шериф, и значит, у американцев, у ФБР недостаточно фактов, подтверждающих, что Дараев принадлежал к российской разведке, о чем нам Fox News недвусмысленно намекает в этой статье. И другим я бы посоветовал быть более осторожными и учитывать все эти моменты. Россия, откуда мы все приезжаем, да, и все нас считают россиянами, и в том числе в Америке, к большому сожалению, я с этим борюсь с первых дней, как сюда приехал, но это политика государства. И мы должны понимать, что Россия является враг, и мы все, к большому сожалению, хотя мы все твердили, что Россия наш враг, помогите нам, и весь мир помогал России против нас. Теперь мы должны доказывать, что мы не россияне, мы должны всячески подчеркивать, что никакого отношения ни к России, ни к ее разведке мы не имеем. То есть презумпция виновности на нас тоже, к большому сожалению, распространяется, чеченцы. Поэтому имейте в виду, что раньше нас могли понять, поддержать. Сейчас же мы, если мы будем вести себя агрессивно, нас будут рассматривать как россияне. И, возможно, вел себя Рамзан агрессивно. Может быть, слова ЗАС, особенно когда ты не знаешь язык, это очень раздражает, я могу сказать по себе, когда ты не можешь высказать мысль, и слова путаются, это очень сильно раздражает, как самого себя, так и твоего визави, который тоже не понимает, что ты хочешь сказать, и
конфликт из-за языкового барьера, он часто имеет место быть, поэтому мы должны все это понимать. Давайте дальше перейду к вашим вопросам и комментариям. Так. Слава Украине и ЗСУ. Амин, Валера, амин. Салам из Тбилиси. Долой Российскую империю и все оккупационные администрации в Чечне, Грузии и на Кавказе в целом. Амин, амин, амин. Ты сионист, Босик? Что ты в это вкладываешь, что я сионист? Что ты в это вкладываешь? Объясни мне, я тебе скажу, что значит я сионист. Кем вы меня только не называете. Единственное, что я могу тебе сказать, смерть врагам Америки. Нормально тебе так? Не знаю, что ты там вкладываешь. Давай, разъясни, что ты вкладываешь. Вопрос не по теме, но можешь ответить попозже. Касается митингов в Грузии. Как ты думаешь, будет закон об иноагентах отменен в Верховном суде? Я не знаю, будет он отменен или нет, абсолютно не имею представления. Но я могу сказать, что если он не будет отменен и грузины не наведут у себя порядок, не вычистят всю пятую колонну и связанную с русней деятелей, то у Грузии большие проблемы. Соответственно, мне это очень не нравится, потому что нам нужна свободная Грузия. Это единственная граница наша, с кем мы граничим, кроме фашистской Русни. И нам нужна проамериканская, свободная, проевропейская, прозападная Грузия. И только так и никак иначе. Так, что думаете об УАЗе? Так, я не думаю о нем. СПУ Intel. Ну что ж ты мне не ответил? Что ж ты мне не сказал? Ты тут мне пишешь какие-то, может, враги Аллаха, врагам Аллаха и так далее. Ты что, ты хочешь сказать, сионисты это враги Аллаха? Нет, на самом деле это не так. Дело в том, что у нас большая проблема вот, у чеченцев из-за вот этой пропаганды, которую нам русские спецслужбы закидывают, рассказывают, что сионизм это что-то плохое. Сионизм это обозначение горы, как я выяснил. Понимаете? Сион, гора Сион. Это как, например, там какой-нибудь наш там Эльбрус Кавказский, там Эверест, это уже в другом месте. Но я хочу сказать, что в этом смысле они хотят вернуться на свои горы, на свою Сион. Как ты, ну не знаю, ты пропагандист или, ну я думаю, ты пропагандист, потому что такие вещи мне обычно пропагандисты пишут. Как любой чеченец, тебя мы оставим пока за скобками, любой как чеченец мечтает вернуться на свой Кавказ, на свою гору, на свою землю и так далее, и так далее. Поэтому все, кто не любят евреев, должны любить сионистов. Потому что вот сионисты говорят, что евреи должны со всего мира оставить все страны и вернуться в свой родной Израиль. Понимаете?
Поэтому если вы немножко противоречите, вам не нравятся евреи, которые живут среди вас там, да, более успешные, талантливые, умные, и вам это не нравится. Ну, некоторые вы даже живого еврея не видите никогда, вам пропаганда говорит, и вы любите это делать, как вы про чеченцев любите говорить. Много людей не видели живого чеченца, но при всем при этом знают, что они едят детей, что это людоеды и так далее, и так далее. Поэтому точно приблизительно то же самое можно сказать в отношении евреев, которых максимум 15 миллионов на земле, но почему-то везде они всем мерещатся. Поэтому, если кто-то сионист, то антисемитам это должно, по идее, должно нравиться. Но у вас не к сионистам ненависть, у вас ненависть к евреям как евреям. Вам не важно, хочет он Израиль или он против Израиля, ну, как государство. Есть такие религиозные евреи, которые говорят, Израиль государство не нужно там, и так далее. Вам без разницы. Абсолютно. Вы просто патологически их ненавидите. Вам кого-то нужно ненавидеть. Есть такая порода людей, которым нужен враг. И, конечно, русская пропаганда дает этого. И не только, к большому сожалению, русская дает эту пропаганду, дает почву вам для этого. Вот, я думаю, так с этим связано. Это комплекс неполноценности, антисемитизм, чеченофобия. Это все связано с комплексами, друзья. Боритесь со своими комплексами, поверьте. И вам станет на душе легче. Ненавидеть людей это тяжело, я так думаю. Я так думаю, тяжело. Аслан, Дедек Хейла, что думаешь о сбежавшей 19-летней девочке из дома? Ну, 19 лет она уже не девочка, я думаю. Это уже совершеннолетняя девушка. Девочкой она бывает 12, 13, 14 лет. А в 19 лет это совершеннолетняя девушка, а не девочка. Это во-первых. Дедик Далюзель Дориан. Во-вторых, я вообще о ней не думаю. Я не знаю, что там произошло. Единственное, что мне не нравится, что как только я начал говорить о том, что российская пропаганда представляет чеченцев дикарями, извращенцами, какими-то там первобытным племенем, вот в этот момент Радио Свобода, Кавказ Реалии и все остальные начали забрасывать, вот может совпадение, а может и нет, потому что ни Кавказ Реалии, ни Радио Свобода не дали мне повод поверить им, что они объективны. И уже превратилось в помойку просто, к большому сожалению. Я это говорю не потому, что мне нравится это говорить, меня это вызывает, наоборот, негативные эмоции, но так сложилось. Вот такая вот ситуация. Они начали говорить о том, что девочка сбежала и так далее, и так далее. Это говорят на русском языке, вещают на Россию, представляют, что все чеченки бегут, и все чеченцы их держат и хотят их убить. Это абсолютно наглая пропаганда, которую ведет российская и их пособники, представляя чеченцев какими-то дикарями и так далее. Да, у нас есть свои обычаи, у нас есть свои традиции и свои законы. И своим свиным рылом калаш-наряд я не советую суваться к нам. Понимаете? У нас идет геноцид, наш народ оккупирован. И если вы не говорите о геноциде, если вы не говорите о том, что чеченцев на протяжении 20-30 лет уничтожают, не лезьте своим свиным рылом в наш калашный ряд. Понимаете? Вот что я хочу сказать. Если эта девочка реально ее преследуют, ее угнетают там, и так далее, конечно же, должно вмешаться соответствующие органы, чтобы не убили ее, чтобы ее там не пытали, не избивали. И она совершеннолетняя, это тоже не нужно забывать. Хотя в чеченском обществе девушка остается дочерью матери до того момента, пока одна из них не умрет. И независимости, 60 лет дочери или ей 19 или 15. Поэтому
Вот эти вещи, которые нам накручивают, нам рассказывают, почему-то не рассказывают о других вещах, а вот эти вещи быстро нужно спохватиться, быстро нужно об этом говорить. Не говорите об этом. Или же, если говорите, рассказывайте о русских, которых каждый день расчленяют, каждый день едят, в банку трехлитровую мясо маринуют. Расскажите об этом. Почему же вы не рассказываете об этом? А что какая-то девушка, девочка или девушка не послушала своих родителей и сбежала, но я не знаю, мне это абсолютно неинтересно, это комментировать, рассказывать, когда такие глобальные проблемы. Давайте все проблемы решим, а потом придем к вот этим вещам. И, знаете, надоело мне просто каждый раз специалистов по чеченцам, которые не знают двух слов по-чеченски, либо работают на Россию, если это чеченец, он работает на Россию. И вот это и есть специалисты по чеченцам. Почему у вас нету независимых экспертов? Почему у вас нету экспертов по чеченцам, говорящих на чеченском языке? Почему не удосужились русские эксперты или русские, кто обсуждают там журналюги, не удосужились выучить чеченский язык? Почему чеченский язык учат только русские пропагандоны? Я извиняюсь, пропагандисты, которые пишут комментарии здесь, и все, это все знания их чеченского языка. Почему нет других? Объясните мне это. Вот что я хочу сказать по вообще в целом там, по там, убийствам там, ЛГБТ там, представителей, там, еще чего-то, еще чего-то. Да, это вполне может быть произойти, это может быть, но, знаете, я еще раз хочу сказать, всему миру, когда у нас был геноцид, вы делали вид, что все наладится. Подождите, сейчас русские сейчас станут демократами и наладится. Вы это нам говорили. Теперь мы вам говорим, пока все не наладится, пожалуйста, своим свиным рылом не лезьте в калашный ряд. Я надеюсь, меня поймут и услышат. Так. Так, вот этот антисемит идет за русским кораблем. Вы считаете преступление вторжения США в Ирак в 2003 году? Вы считаете преступление вторжения США в Ирак в 2003 году? Я считаю, что Америка всегда права, кроме чеченского вопроса. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мы возвращаемся в Ичкерию. Борьба продолжается. Алейкум салам, Бек Нохчи. Не адекуй. А знаешь, Бек, я бы посоветовал вам не в Чечню возвращаться, на бедный наш многострадальный народ. Пожалуйста, давайте в Москву. Это вам бешка, жасхима, было мострой. Почему бы вам не в Москву? Или, по крайней мере, попробовать в этом направлении. Можешь мне ответить? Шалом Аслам, все будет Ичкерия, живе Беларусь, слава Украине и другим свободолюбивым народам. Ян Моназон. Шалом алейхум, алейхум Ян Моназон. Амин, амин.
Тролли признают, что они тролли. Да, Шамсад, а что скрывать? Мы же все знаем, они знают, мы знаем. Ну что скрывать-то? Так, давайте, Машволь, Аслан. Дели ислам Машволь, националист Машволь. Националист, цет я, ихель дизон. Ци в закрытом слове и яздон тига. Цирк мой язда, цирк. Цирк це язда, и це холон, цирк холон. Так, халмар йитла. Дели ислам Машволь, Маш. Ассаламу алейкум. Скажите, пожалуйста, Саддам Хусейн травил курдов в городе Халаджи газом, зарином. Это как вы относитесь к этому? Али Асланов, ва алейкум ассалам. Я отношусь категорически плохо тому, что делал Саддам Хусейн и убивал людей газом. И не только он убивал людей газом, но это был вопиющий факт, когда много людей погибло, женщин, детей. И Саддам Хусейн должен был быть остановлен. К сожалению, затянулось, но все-таки он был остановлен. Я надеюсь, Путин и Патрушев последуют путем Саддама Хусейна. Русский народ христианский народ, говорит Рустам. Нет, Рустам, русский народ не христианский народ. Там, конечно, много есть людей, которые исповедуют православие, но это КГБшная версия христианства, русское православие имеется в виду. А так у них своя религия, коммунизм называлась, Ленин ее им придумал, и Бог у них Ленин. Вот его труп они как Бога хранят на самой главной своей площади. И христианство там, только внешние атрибуты христианства. И специально, да, националист, совершенно верно. И специально, и цирк, и националист. Ну, наверное, ты специально сделал эту ошибку, правильно? Чтобы все думали, что ты такой неотесанный, грубый чечен. Хуситов уважаешь? Хуситов, почему я их должен уважать? Кто они такие, чтобы я их уважал? Что-то они сделали для мира, для человечества, для чеченского народа. Может, они, когда был геноцид, там где-то помогали нам? Может, там митинги проводили, может, своих бойцов присылали. Не знаешь? А я знаю, что не помогали. Как можно дожить до седых волос и нести такую узколобую? Развивайся, еще не поздно. Договорились, хорошо. Подхолопный, мага магов. Это подхолопный кавказец такой. Чушка подхолопная, да? Ему нравится быть подхолопным. Он тащится, он кайфует быть подхолопом, да? Молодец. Ты недостоин быть чеченцем, пишет мне Васильевич. Васильевич будет определять, достойно или нет. Ну ты, Васильевич. Вы считаете бацбийцев чеченцами? Ну, не я считать должен, это они должны себя кем считать. Ну, как минимум, я считаю их войнахами. А то, что они чеченцы, ногчи в этом смысле или нет, это их нужно спросить. Если они себя считают, например, ингуши не считают себя чеченцами. Хотя это кровь от плоти чеченцев, которые откололись и стали отдельной национальностью. Точно так же бацбийцы, может, и я их оскорблю, если я скажу, вы чеченцы. Может, они не хотят. Пожалуйста, каждый имеет право быть кем хочет. Да, абсолютно прав, уважаемый Аслан.
у русских сталинское, советское, КГБшное, имперское православие. Да, да, да. Ну, давайте почитаем комментарии в ТикТок. Ну, я смотрю, сколько нас тут собралось, да. Машволь, алейкум, шавига. Я русская, говорит. Я русский, извиняюсь, Игорь. Что я прочитал что-то. Игорь Кох, это в Германии, я так полагаю. Рамзан Ахматович очень умный, Ахмат Силас. Но я тебе скажу, Игорь, что у тебя большие проблемы с определением интеллектуальных способностей людей. И самая большая, еще одна у тебя проблема. Теперь Кадыров номер 2. Поэтому он не умный, и он номер 2. Поэтому у тебя устаревшая информация, тебе срочно нужно что-то делать. Отправлено Рамзану, говорит. Вот сидит в Германии человек. Давайте сейчас я его отскриншочу, чтобы найти этого мерзавца. Освободилась. Неудобно это все делать. Вот этот. Минчауро. Так, я надеюсь, ты не удалил. Ты мне нужен. Я тебя в Германии найду. Я тебя найду. Знаешь, тут мне один недавно один мне писал. Так. Один мне тут недавно писал, что он меня найдет, там убьет, там и так далее. Так вот, его нашли. Я тебя поздравляю. Тебя тоже найдут, Кох. Тебя тоже найдут, и ты военному преступнику, внесенному в санкционные списки, матерому убийце Рамзану Кадырову отправляешь от меня. Ты не ему отправляй, он все равно ничего не может сделать. Он все равно в ФСБ это переправит. Поэтому сразу отправляй в ФСБ. Дебил, я тебя научу, как нужно пользоваться. А так, Игорек Кох, если ты в Германии, я тебе обещаю проблемы. Большие. Я тебе обещаю. За все твои оскорбления. Ну, оскорбления... Это у тебя не очень. А так... Как-то так, друзья. Так что, Игорек, жди. Угрожаешь? Не угрожаю, прямо говорю. Я тебе прямо говорю. Человек, который мне тут угрожал под ником, сейчас не помню его точно, фамилию, и все, фамилия, имя, все имеется. Все, мне уже прислали. Сказали, все, работаем, все нормально. Работаем, сказали. Так что все, у вас, вы мне тут угрожаете, там и так далее. И посмотрим. Думаете, тут зашли так, 50 грамм приняли, напишем сейчас чечену, сейчас мы его быстро там, чич. Валейкум салам, Самарканд, валейкум салам. Рамзан Алипханов. Асан, как ты относишься к тому, что антипхажа вычислили? Ты, наверное, про антитеррора говоришь, да? Вот этого деятеля. Но этот человек уже давно психически нездоров, мне кажется. Либо этот человек психически нездоров, либо он какой-то на наркотиках сидит. Но дело не в нем. Он уже давно зачморен. Один парень зашел, его так зачморил. Ну, он бесстыдный человек, ему без разницы. Но дело не в нем.
Мне интересно, это провокатор, самый настоящий. И я даже думаю, более склонен сейчас считать, что это все-таки проект. Не просто психически больной там, хотя это тоже я не исключаю. А так, мне кажется, больше проект. Либо это психически больной или чуть-чуть с отклонениями, просто шизофреник, который русские спецслужбы подхватили вот этот очень удачный проект и начали его так раскручивать, потому что вокруг него создается определенная аура. Но меня удивляет не это, то, что там есть такой человек или нет. Такие есть везде и всюду. Меня удивляет ваша нездоровая, анонимная тяга найти этого человека. Если вы такие смелые, если вы такие мужчины, здесь в Европе полно живет открытых кадыровцев. Открытых. А кто, если он кадыровец, ни ислам, ни чеченцы его не волнуют. Понятно, кроме бабок. Сейчас нах дала. Нах сейчас дала. Ишцадыч, харнах соуцби. А ладно, кадыровчам, ночи будут ашу, гергал на бухи, дувожаду. Сейчас нах дала. Российский посольство, нюхивай, туккуас, туинштвоцу эву. Просто кызгам так бобу, туккуаси. Вот у меня к вам вопрос. Почему, если вы мужчины, вы не идете в российское посольство? Почему вы не плюете туда, не кидаете туда камни? Почему вы этого не делаете? Объясните мне, почему вы зацепились? А потому что он либо проект, либо вам нужно, чтобы было противостояние между мусульманами и антимусульманами, антихристами, скажем так. И никакой это не антитеррор, это антихрист террор. И вот он кто. Понимаете? Просто вы делаете из этого тему, чтобы чеченцы отвлеклись от Кремля, от ФСБ, от России. И я каждый раз вам это говорю. Каждый раз я пытаюсь, чтобы вы этого не делали. Вы нашу молодежь туда не втягивали. Почему вы не объединяете? Не он не говорит, да, он там что-то может сказать плохое, а в целом он против мусульман борется. А вы боретесь против них. Так вас русские устраивают, значит? Оккупация вас устраивает. Тогда вы такие же, какая мне между вами разница? Что этот, вы такие же. Вы делаете вред чеченцам и пользу русским. Идите. Сейчас надала, босс. Сейчас дюйца искренне дала. Сейчас Бог Аллах, сейчас дала. Российские посольства еще в Европе. Хор государства. То и что, да, ой, с видео, это ее. Штук шквас. Киум диется бошун, шу пострадать цадает бос. И цадеш лилш душу, шу бусал динц андеш дац, шу раскшан луак деш лилш ду. Ките шу, раскшан луак деш душу, раскшан луак докш душу. Видишь что? Вот так я отношусь и к тебе, и к этому антихристу, Дион. А сам вы берегите в гостевую. Что вы имеете в виду, я не понял. Валейксалам, Яхуб. Вы берете в гостевую. Нет, Аллегра, я сейчас не буду никого принимать.
Марк, ну зачем вы так нагло лжете, что убивают мусульман, позволяют спокойно жечь Коран в Америке? Ну зачем вы так нагло лжете? Зачем вы? Это же неправда. Америка свободная страна, а, которая России, которой даже не снилось. Я, знаете, по поводу вот посольства российского, атаки на российского посольства, кинуть камень или кинуть, плюнуть туда, что я имею в виду, что было понятно. Я не призываю атаковать ничего посольства и нарушать местные законы. Фашистская русню мне наплевать. Я не хочу, чтобы вы нарушали местные законы и создавали местным полицейским проблемы. Просто я хочу сказать, что раз вы на какого-то сумасшедшего, проект это, наркомана это, просто там, я не знаю, беса воплоти, если вы на него набрасываетесь, то почему же вам на большего откровенного беса не наброситься? Вот что я хочу сказать. Ну да ладно, поехали дальше. Этих антихристов начал типа разоблачать арабоподобный чучмек в Италии Сиксот ГРУ. Джеджи, да, я знаю, о ком ты говоришь. Вот этот деятель ко мне тоже сюда в ТикТок заходил. Или хотел зайти, или я ему давал слово, не помню я точно. И да, этот человек, вот разоблачитель вот этого антихриста, является из одной оперы они, понимаете? Отсюда Хитлаш ночь. Это все одного поля ягоды. Все одного поля ягоды. Поэтому не верьте там, разоблачение, там, это махижиш просто. Не смотрите, держите подальше своих детей и сами от этого контента, и все. Эти чудо-трое, они хотят, чтобы у вас было свое государство. Они хотят, вы дышали, когда они захотят, все будет Ичкерия. Да, Ян, абсолютно так. Они за 15 рублей, пишущие комментарии, продали и честь, и совесть, и все, что только возможно. Да, это так. Да. И я думаю, они не чеченцы, в основном, в массе своей, не чеченцы. Асан, ты думаешь, что Даудов и Кадыров ненавидят друг друга? Они и конкретные, но их объединяет ненависть к законному правительству Ичкерии и всем патриотам в целом. Да, совершенно верно, Ливан. И знаете, не просто ненависть к правительству, они служат одной организации, одному государству. И у них нет шансов. Они вечные слуги и рабы этого учреждения, навеки вечные, добровольные, сами, может не добровольно, я думаю добровольно все-таки, являются рабами и слугами этого учреждения и фашистской России. Поэтому они обязаны, они ненавидят люто. Нет, давайте сейчас как раз об этом и поговорим. Как раз тема сегодняшнего нашего стрима называется «Шок-шоу». Шок по-чеченски еще означает свисток. Шок. То есть шок-шоу. Даудов новый фаворит ФСБ, Кадыров номер 2, вопрошаю я. И давайте об этом поговорим. Магомед Даудов, он же Тимур, он же Лорд, являются
старыми работниками российских спецслужб. После Первой войны Магомед Даудов уже сотрудничал с российскими спецслужбами. Он, по-моему, 78 или 79 года рождения, сейчас точно не помню. Ну, на момент окончания войны ему было, наверное, лет 17, 16, 18, где-то вот в пределах этого было, получается. И тогда они уже считали, что Магомед Даудов станет большим начальником. Тогда еще, в 97 году. Его родственники считали, что он станет большим начальником. Он стал большим начальником. И, скажем так, не очень у него хорошая биография в этом смысле. Он сдал друзей, как говорят. И я полагаю, Даудов работает непосредственно на Патрушева является. Но его личное дело, как агента или действующего сотрудника, я думаю, скорее агента, хотя, может быть, действующего сотрудника, до таких высот, просто так агенту, наверное, есть, потомственным не был бы, навряд ли дали, не знаю я. Аллаху алам, как говорится, Аллах лучше знает, что там, а потом и мы узнаем. А пока Магомед Даудов был фактически вторым лицом в республике, он представлял тех людей, которых Кадыров гнобил. Магомед Даудов всячески подчеркивал публично всю лояльность Кадырову, всячески, всегда, везде, как только возможно, но это все игра, абсолютно не стоит верить этим словам, так как есть информация, что Кадыров его очень сильно хочет снять и никак не мог его снять. Из председатель парламента, мы понимаем, в оккупированной Ичкерии ровным счетом себя ничего не представляет. Магомед Даудов никакой законотворческой деятельностью там не занимался. Никаких законов, только тех, которые спускаются с Москвы, они не рассматривали. Никаких громких, нужных, заботящихся о народе, на законов. Вот этот орган, который обязан создавать законы, не создавал, мы, по крайней мере, не слышали об этом. И теперь, после более 10 лет, Магомед Даудов переведен возглавить кабинет министров. То есть он поднят на уровень самозванного, нелегитимного Ахмеда Закаева. Я увязываю это с тем, что, может быть, это сделано для того, чтобы завтра Ахмед Закаев, когда будет возвращаться в Чечню и подписывать с Магомедом Даудовым какой-нибудь договор о примирении чеченцев, что нам нужно пройти, закрыть эту страницу, что там и так далее, значит, и перейти на сторону русских, убивать нас, сдавать, предавать можно, а потом мы все должны забыть. Они ошибаются. Они так много лизали пятки русским, что они подумали, что чеченцы такие же, как те, кому они лижут пятки. Это не так. Мы не забудем этого. У меня не убили никого они. Никого из моих родственников. Пока не убили. Из бывших родственников. Но я этого им не забуду и не прощу. А что сделают те, кого они убили? Что сделает отец, которому труп сына принес Магомед Даудов, бросил к ногам Магомеда Даудова, отца, и сказал, что мы других тоже убьем, как эту собаку, оскорбляя убитого им человека. Снимая это все на камеру. Магомед Даудов показал, насколько он ценит чеченское дюйнал, гилк, уэздангал, дюйнал, шадега, показал, насколько он чеченец. И самое интересное, я считаю, что Магомед Даудов и Ахмед Закаев связаны друг с другом. Как и Тумсо Абдурахманов, как и Хасан Халитов, как и Ислам Белакиев. Это все люди друг с другом связаны. К большому сожалению, я к этому категорию причисляю Анзорчика Масхадова. Не знаю, этот просто его используют в темную или же подобровольно он делает. Вот это все. Другие есть деятели, которые я говорю, и все равно они продолжают дальше вести себя, которые,
Другого объяснения нет действиям этих людей, когда они кучкуются все вместе и объединяются против нас. И отец убитого вот этого парня, которого Магомед Даудов или Тимур Даудов принес отцу и бросил к ногам, бросил на землю и отчитывал отца, вот этот отец по какому-то странному стечению обстоятельств был подтянут Ахмедом Закаевым к себе. Почему-то никого Ахмед Закаев на такой высокий уровень не поднимал, как вот убитого вот этого отца, вот этого парня. И у меня закрадывается сомнение в том, что это было сделано специально, как говорится, держи врага рядом, держи друга рядом, а врага еще ближе. То есть, понимая, что этот отец, их семья представляет для них угрозу, а я хочу сказать, не семья и отец представляют для вас угрозу. Для вас представляет угроза чеченский народ и чеченское государство. Вы их всех можете убить. Мы этого не забудем. Чеченский народ, чеченское государство этого, Магомед Даудов, Ахмед Закаев, все другие. Мы этого вам не забудем. Понимаете? Поэтому вы можете их подтягивать. И рядом его, этого старика с собой держать, чтобы контролировать Дагарха, кто у них способен отомстить, там, ну и так далее, и так далее. Это вы лучше меня знаете. Теперь я понимаю, почему Ахмед Закаев так поднял этого старика. Никого Ахмед Закаев так не поднимал, как именно того, чего сына убил Магомед Даудов, поднял Ахмед Закаев. Сейчас этого старика не видно, но цуса воксаге алла сун цагаон хайол юкмет Закаевцек. Но холлар целой, валлахи, биллахи, чола тамшин наганюк и кахчауна, чола кирми наганюк и кахчауна. Это что? Иштишун ситуация. Ирхади иштишун. Вайн духат бешво, вайдай адой, штат. Поэтому этот парень воевал не за свою семью, не за себя, а воевал за мой чеченский народ. И мой чеченский народ ни этого парня, ни всех парней и девчонок мы не забудем и не простим. Дал мула. Дал мула. И вот Магомед Даудов сейчас поднят на уровень Ахмеда Закаева. И, ну, оба фейковые, конечно же, но это очень будет удобно, чтобы они объединились и потом примирили чеченцев. Нам же надоела кровь, нам же нужно примириться. Причем примириться нужно с теми, кто нас убивал. Надо примириться нам, что вот надо им так. Потому что миллиарды, знаете, любые тираны, которые зарабатывают деньги, становятся очень богатыми, под конец своей жизни начинают задумываться, а зачем мне это все? Зачем я это столько награбил, наворовал? Если я умру, а ты же убивал людей, а люди все помнят. И чеченцы просто откладывают, как будто этого нет. Надолго-долго. Но никогда не забывают. Это особенность наша. Это наша, и они это знают, нашу, они же из нас. И они знают эту особенность. И вот эти люди, сейчас поднявшись до уровня второго человека, я считаю, что Магомед Даудов сегодня первый человек в республике от России, из марионеток России. Это уже первый человек, это уже скрывать нет никакого смысла. При всем при этом Рамзан Кадыров остается на своей должности, потому что Путин его не пошевелит. А кабинет министров, председатель правительства, которым сейчас является Магомед Даудов, фактически на всех постах они делят, конечно же, бабки. Все это бюджетные деньги. Это большой бизнес, это большая фирма, такая корпорация, которая досталась вот Рамзану, Даудову, там, Демельханову, всем остальным, которые кормятся за счет этого. И Рамзан ставит министрами своих детей. А кабинет министров возглавляет Даудов. Фактически. Понимаете? И получается ситуация, что деньги контролируются. Все останутся при деньгах, все будут министрами, все будут, ну пока, по крайней мере, будут вот в таком положении находиться. И основные статьи дохода это спорт,
Банковская сфера, ну, основные отрасли, где много денег. Это спорт, чеченцев представляют спортсменами, военные, там Шарашкина контора, так называемая, институт спецназа, русский или российский институт спецназа, который тоже там сынишку поставили, там зятя туда, и если вы обратили внимание, Рамзан Кадыров, представляя свое зятя, Магомеду Даудову говорит, вот, он будет пахать, хороший там парень, там очень там способный и так далее, и так далее. И у него, он очень хорошо помнит каждые цифры, каждое это. Все, что их интересует, это цифры. Сколько кому, какой процент полагается, какие бабки, где нужно распилить и так далее, и так далее. Поэтому сейчас можно с определенной уверенностью сказать две вещи. Магомед Даудов поднят на уровень Закаева, чтобы Ахмед Закаев вернулся в Чечню. Кстати говоря, сейчас вот эта волна, которая поднимается под видом того, что сейчас поедем воевать в Чечню, это тоже Ахмед Закаев же ее распространяет. Вот мне Бек тоже здесь пишет. Вы тоже, может быть, Бек, неумышленно оказываетесь в этой структуре, в этой партии игры, в которой вас там зазывают, что вас сейчас там помогут, у вас там все на мази и так далее, и так далее. А у меня есть информация, что они готовятся, окапываются, делают там рвы, там все, там как только могут. И у вас там, если думаете, что будут ждать с распростертыми объятиями, это ошибка, на мой взгляд, на мой взгляд. Так же, как была ошибка, помните, когда в 2014 году наши сколько-то 4 или 8 бойцов спустились с гор и вошли в Грозный. И им информация забивалась, что вас ждут, Ихтиама называлась, возмездие называлась, эта операция. И тогда как раз Рамзан Кадыров по заданию ФСБ, конечно, но они тоже уже способные парни, они привели девушку и сказали, Кадыров сказал, чьи-то он сказал, что мы за пазуху будем обыскивать женщин в хиджабах, кто ходит, чтобы якобы предотвратить теракты и так далее, и так далее. И потом появилась видеозапись, где девушка там плачет, аудиосообщение, тоже, я уверен, это выдуманная, специально сделанная тогда была аудиозапись, где девушка говорит, нас тут унижают, ущемляют и так далее. И тогда спустились эти 8 бойцов, которые фактически попали в западню. Их никто не поддержал, они спустились, приняли достойнейший бой и погибли. Все, и они перестали существовать. Больше беспокоящего элемента для российской оккупационной власти эти люди уже не представляли. Они сами вошли в ловушку, в которую их позвали. Так могут вас звать, Бек. Вас так могут зазывать. Если нас здесь не признали, например, я категорически против того, чтобы сейчас шли с войной в Чечню. Есть война в Украине, пожалуйста, можете воевать. Можете воевать. Ехать в Чечню или в Москву, почему не в Москву? Большой город. Если вы пойдете в Москву, я обещаю, я вам как гид с вами туда пойду. Воевать особо, может быть, я и не специалист, но Москву знаю закрытыми глазами. Я готов с вами пойти и в самое пекло с вами идти. Абсолютно. Дошлашон. Валлахи Бог сушится. Что Москва доштала, но чуть-чуть садол. Валлахи Бог. А так, в Чечню идти это бесперспективно и бессмысленно. Но зато потом можно будет сказать, что нужно примириться, там, Ахмед Закаев, примириться, там, кто из вас искренен и честен и не является их подельником, вот этих, кто готовит, они будут убиты. Остальные, как бы, ну, как все обычно, да, все как обычно. Все как обычно. Поэтому вот такая вот ситуация во время оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Рамзан Кадыров, как и Брежнев, пичкается
лекарствами. Говорят, он сидит на таблетках, на мощных таблетках, поэтому он толстеет, опухает, удерживает воду, вот это все. И, скорее всего, он может и останется на своей должности, но всем рулить уже будет Магомед Даудов. То есть заработали они себе на уровень, короче, подняться до позиции номер один среди предателей. Молодцы, молодцы. Ну, давайте дальше. Давайте почитаем ваши комментарии. Наговорил себе на дорогу к Басаеву, бог чих. Я очень надеюсь, что я буду рядом с Басаевым. Я очень надеюсь. Да, Алмулла. Мои все грехи и прегрешения вы снимаете с меня. Я очень надеюсь, что я буду рядом с ним. Лучшего ты для меня ничего пожелать не можешь. Хвала Аллаху, Господу миров, который подарил мне праздник. Мочить руснюды он. Так. Салам всем свободным людям, салам асам. Салам, мой дорогой, приветствую тебя. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ассалам. Hum dets, dika. Шо что? Ну так, смотрите, мы нормально раскочегарили вы меня тут. Я сейчас этих всех троллей забаню, потому что пусть отдыхают немножко. И продолжим наш стрим, друзья. Мы должны его продолжить. Валейк салам, Казахстан. У тебя сильная нервная установка, мысли вслух. Я чаране, исанять. Так. Привет из Грузии. С большим уважением к вам и вашему народу. Спасибо, Грузия. Слава Грузии. Держитесь, парни. На вас мы смотрим сейчас с большой надеждой. Шалом, модный доктор. Шалом. Ты за Палестину? Я за хороших людей. Тете. Хаде яцон. Предатель. Яцон. Цаши куюч. Молодец. Ну, могитла, дать иштелер. Ахальдели убон. Хаде яц предатель. Ашевик убо союцук. Хаде юцуга бос. Хаде яцон предатель. Ну, уном кибихи тердецелис. Иммунитет. Выработался, Шаране, выработался уже иммунитет. Посиди с моё здесь 5 лет, Дэн. Ты столько услышишь о себе, что ты сам не знал даже о себе. Так.
срочно адвокат нужен. Ну, зайди в YouTube и посмотри, Google и найди адвоката. Какие вопросы? У нас в Южных Штатах от мала до стариков с детства учат стрелять, к примеру, охотников из Якутии. Стреляет в белку в глаз, чтобы шкуру не испортить. Твое мнение, это правильный закон? Ну, я считаю что плавать, водить машину и стрелять должны уметь и мальчик, и девочка. Дело в том, что стрелять это не обязательно убивать людей. Можно стрелять, научиться, чтобы охотиться, если оказаться в экстремальной ситуации. Так же, как и плавать, и водить машину, и любые виды транспорта, в том числе и механическая коробка передач. Это, я считаю, обязательно должно быть. В принципе, человек, который вооружен, это свободный человек. У вас в американской, нет, это ваш президент сказал, не помню сейчас какой, но один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки как-то сказал, что демократия это объединение вооруженных джентльменов на одной платформе, приблизительно цитирую. Поэтому человек должен иметь мочь защитить не только свое имущество, свою жизнь, но я считаю, что человек должен иметь право защищать и свою честь, и честь своей семьи, своей жены, своих детей, своих родителей и так далее, и так далее. И это обязательное условие, мне кажется, что должны быть не просто жизнь и деньги, что, это материальное, да, жизнь это ценная, самая большая ценность, но и материально. Кроме этого, есть еще больше, это что-то еще другое, это честь человека, репутация человека, чувство собственного достоинства. И я считаю, что нужно учить и женщин, и мужчин, и оказывать помощь при ранении, и стрелять, и находить еду в экстремальных ситуациях, ну и так далее, и так далее. Конечно, я считаю, что это у нас, у чеченцев это есть, это должно быть. И также в этих штатах преступления на минимуме. Вот совершенно верно. Вот именно об этом я хотел сказать, что в таком случае преступления, они сами с собой снижаются. Конечно же, нужно поднять уровень населения до определенного, чтобы люди с уважением относились. Во-первых, их нужно научить пользоваться оружием, потому что оружие представляет очень большую угрозу. В моей молодости были неоднократные случаи, когда чеченцы, молодые люди, стреляли в друг друга нечаянно. Даже были смертельные случаи, особенно когда молодежь попадается пистолет, нож, что-то такое, обязательно ему нужно перед лицом помахать, там, в голове приставить, там, что-то такое сделать. Неоднократно просто вот эти инциденты происходили, на свадьбе происходили. А на свадьбе, я считаю, вообще стрелять нельзя. Вообще, это нужно убрать, мне кажется, стрелять на свадьбе, вот это все. Оружие должно быть только для самозащиты, ну и для добыть еду в случае такой необходимости. А на свадьбах стрелять, там, ходить, понтоваться, показывать его, скрытно должно быть. А оружие, никто его, открыто его носить нельзя, стрелять на свадьбах нельзя, вот это обязательно должно быть принято. Но в принципе, конечно, нужно обучить. Обучить нужно, как оказывать помощь, если что-то произошло. И, конечно же, научить строго-настрого, чтобы люди ни в коем случае случайно не выстрелили друг друга. Как-то так. Россию восхваляют не чеченцы, а чеченоговорящие чмыри, говорит Шамсат. Салам алейкум, Асан. Ты тоже решил делать кликбейтные названия, как украинские каналы? Ва алейкум ассалам, справедливый человек.
Ну, не то чтобы кликбейтные, но они тоже очень влияют, потому что мой канал прорывается на российское пространство информационное только в момент стрима. Как известно, мой канал запрещен, в отличие от украинских почему-то. Я не знаю, что я делаю больше, но надо ФСБ спросить, они лучше знают, почему они меня запрещают, а их нет. И таким вот образом я, да, в определенной степени, да, пытаюсь привлечь внимание, чтобы люди заходят, и уже мы рассказываем то, о чем им интересно знать, и о чем они спрашивают. Безнаказанное убийство очень жестко наказывается законом. Стрелять на свадьбе неправильно. К тому же стреляют вверх очень опасно. Пуля летит обратно вниз с большой скоростью. Да, были случаи, это когда стреляют на свадьбе, и пуля могла попасть там в плечо, там ухо поцарапать, были случаи, я помню. На крышу попадают домов, если населенных пунктах, где частные дома, разбивали черепицу, шифер, бывали случаи. Ну и, конечно же, случаи, когда ты во время стрельбы просто можешь выстрелить в землю, там толпа, много людей танцуют, молодые, особенно ребята, теряются, волнуются, когда много людей, там движение, и когда ты не умеешь пользоваться, ну вот бывают эти случаи, поэтому я против, чтобы на свадьбах стреляли. Если там нужно какой-то шум произвести, у нас раньше был такой обычай, но он и сейчас сохраняется, не всегда, правда, но он сохраняется. Он называется хитьякар, называется сводить на воду невесту. Ее там сопровождают подруги, родственницы мужа, и уже она замужем, но вот невеста она, и с ней идут на речку, и там она берет ведра воду, набирает воду. Это называется процедура. И в этот момент бросается лепешка, по-моему, в воду, и стреляют в эту лепешку из ружья. Именно из ружья нужно стрелять. Ну, некоторые там доводят, там из автомата могут пойти, там из пистолета стрельнуть, там и так далее. Ну, тогда это было, в советское время это еще было из ружья, это пользовались, так стреляли. Но это не все соблюдают. Я хочу сказать, что если выстрелить от камня, может отрикошетить. Ну, короче говоря, абсолютно неприспособленные люди, женщины, которые вообще не имеют к этому отношения, они стоят рядом, не защищены ни стеклом, ни бронежилетом, стреляет. Конечно, редко это, но может произойти. Поэтому в этом случае самое лучшее это образование. Обучить людей пользоваться оружием. Всех до единого. Женщин, мужчин, всех. Это очень важно. Это очень важно. Имран, каждый раз ты заходишь в мой эфир и спрашиваешь, какова цель моих эфиров. Давай я тебе за это бан сделаю, потому что мне надоело у вас спрашивать. Ну, какой-то глупый вопрос у тебя. Всегда один и тот же. Я уже отвечал на него. Скоро будешь в бутырке, говорит. Вы можете все, что угодно услышать, но в живых я в плену вашем не буду, да, Лула? Считай, я тебе дулю показал. Дело не в том, что она вверх летит, а в том, что это дикарство. Это надо запрещать на законодательном уровне. Да, это нужно запрещать. Вы там уже определитесь, она или оно, сколько флагов висит, вообще не. Вы кто? Говорит. Салам алейкум, Азербайджан. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Так, давайте. Нет, я чеченец. Нет, я не еврей.
Валейкум ассалам. Какие народы вы считаете братскими? А что выкладываешь на это братские? Все народы братские, все. Ты за Палестину, говорит. Ну, что ты вкладываешь в слово Палестина, давай разберемся. И почему я должен быть за Палестину, ты мне скажи. А? Почему я должен быть за Палестину? Я за Ичкерию, я за справедливость. Из-за ограничения в YouTube невозможно написать. А что за ограничения? Тебя забанили мы, да? Да, Шарани. Асан, друг мой дискуссионный. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Рома Романов. Что у тебя флаг фашистский? Я не друг фашистам. Да, так, Шарани, это именно так. Так. Ай, на моменто. Что, все, комментарии закончились. Мы можем уходить в подполье. Я слушал интервью Макаревича, его жена военная Израиля, она всегда с оружием. Он сказал, что он чувствует себя абсолютно безопасно. Как это не смешно, его защищает жена, которая умеет обращаться с оружием. Да, Макаревич, конечно, еще тот пособник геноцида чеченского народа. Я тебе скажу это. Я помню, как он приезжал к нам в Чечню и пел песенки. Сейчас все на Филиппа Киркорова что-то наезжают, на какого-то там другого наезжают. А помните, был этот этот актер какой-то был, не помню, Михаил Пореченков, что ли, у него фамилия, или Переченков. Он с пулемета там что-то стрелял, там что-то там, концерт давал. О, какой ужас, какой ужас. Так вот Макаревич с женой израильтянкой, оказывается, спокойно поднимал русский дух во время геноцида чеченского народа. И пока не извинился. К большому сожалению. Да, Макаревич, у меня список большой. Знаете, всяких Макаревичей и всех остальных пособников геноцида чеченского народа. Смерть российским оккупантам. Бабалейка Тюрк. Эмин. Я знаю, почему на тебя говорят, Юрий, есть на канале Рашкин один персонаж Маламут. Копия тебя, да и на Ходорковского похож. Нет, справедливый человек. Меня называют евреем не потому, что я похож на еврея. Я похож на чеченца. И у нас очень много, мы просто очень схожи с евреями по внешнему типу. И не только один я похож. Дело в том, что я поддержал евреев, когда 7 октября ублюдки из Хамас напали на женщин, детей, мужчин безоружных и начали их убивать. Я их поддержал. Кстати говоря, знаете, почему евреи проигрывают пропаганду палестинцам, арабам? Почему ее проигрывают? Я тут наблюдал за пропагандой, которую делают палестинцы, и пропагандой, которую делают евреи. И знаете, почему они проигрывают? Когда убит еврейская женщина, ребенок, мужчина, евреи у себя в Фейсбуке везде там выставляют, какая у него была бы жизнь, какой хороший это был человек. И такие, вот эти, знаете, вызывающие чувство жалости, сострадания.
ну, в этом смысле. Не жалость в том смысле, в котором те делают, а в таком смысле. А арабы делают совсем по-другому. Они не говорят, что там, что из этого вышел бы хороший там семьянин, хороший муж, сын, или из этой девушки уже хорошая жена, девочка, там, мать там и так далее. Они этого не говорят. Они показывают куски мяса, кровь, там, что они там еще делают. Я не смеюсь над горем людей, абсолютно. Просто я хочу показать, когда со стороны ты смотришь, то вот почему сейчас в Гарварде там студенты там что-то говорят и так далее. Потому что у евреев, и вот я не вижу, что они вот эту кровь, вот эту всю вот эту страшное показывают. А эти только это показывают. И вот за этим, мне кажется, кроется то, что люди просто думают, ну, евреев не убивают, у них все нормально. А этих, смотрите, ну трупы там. И плюс еще те ролики лживые снимают. Все придумывают еще дополнительно. Хотя на войне, правда, конечно же, теряется с обеих сторон. Но здесь это слишком откровенно все происходит. И в этом смысле, мне кажется, евреи проигрывают в пропаганде. Именно в пропаганде. Но она, может быть, она... больше она сиюминутная выгода, которая извлекается вот этими арабскими пропагандистами. Потому что в дальнейшем все равно остается только хорошая, только память о человеке, как о светлом о чем-то. Вот, ну вот так, может быть, я хотел написать на эту тему, потому что писать намного проще, чем экспромтом в прямом эфире говорить что-то. Но вот как-то так мои мысли были. Мне показалось, что именно вот на этом проигрывают. Если бы евреи показывали там вот эту расчлененку, попала ракета, куски. Вот я, например, видел видео, где мне прислали евреи, 7 октября, то, что вот эти террористы совершили. И там видеосъемки, есть шатер, да, такой открытой площадка, где вот продаются напитки прохладительные, там, ну это как барная стойка, можно сказать, большая такая территория, такая местность. И лежат вот так тела. Женщины, кто-то в майке, кто-то в джинсах, в майке, там, кто-то в платьице, мужчина лежит, все безоружные. Так вот, если бы это сделали бы евреи по отношению к вот этим арабам, то я вас уверяю, вот эти все кадры в мельчайших подробностях мы все увидели. Я не увидел нигде вот это видео, кроме того, что вот мне прислал еврей. Все, больше я не увидел нигде, ни по средствам массовой информации, ни по чему. А именно это смакует, вот такие кадры смакуют арабы. Вот как-то вот так я это вижу. Ну да ладно, пойдемте дальше. Так, да, все народы надо уважать, все хороши, но имперцы это не братские народы. Ливан, в том-то и дело, что русский империализм, может, есть другой империализм, не может, он есть. И я не хочу сейчас всех имперцев под одну гребенку. Но вот тот русский империализм, с которым мы познакомились, я считаю, это самая гнилая и ничтожная вещь, которая мне в жизни встречалась. И кроме презрения к русистам, к русским империалистам я не испытываю. Просто предельное пренебрежение и предельное презрение к русистам. Я Людмила из Казахстана. Я тоже вам враг? Людмила, о чем вы говорите? Вы русский империалист? Если вы русский империалист, то я испытываю к вам презрение. Если нет, просто вы русская, то никаких вопросов. Я каждый стрим это отвечаю. Ты прав, Макаревич все им подобные шуты продажные. Да, Эдмамедов, совершенно верно, абсолютно так. И Аслан всех записал, говорит справедливый человек. А да, я всех запомнил, честное слово. Сколько мог, всех запомнил.
А кого не запомнил, а кого не помню, сейчас новые информации, новые факты и все, да, помним, поименно помним, каждого. Помню, что Веллер никогда плохо про чеченцев не говорил, хотя его вынуждали, его вокруг кружились, и я за ними наблюдал за всеми. Я смотрел, насколько непорядочным окажется тот или иной публичный деятель. Мне просто было интересно его позиция, его взгляды. Все же знали, что русские сами взорвали свои дома, своих женщин, детей, чтобы обвинить в этом нас. Все. Если нет, зайдите на канал, если мне не верите, зайдите на канал Пивоварова и про взрывы домов. Помните, тогда я поднял эту тему, и они начали тоже, русские тоже начали снимать ролики про взрывы домов. Так вот, прочитайте комментарии внизу просто. Несколько тысяч там комментариев, там пишут россияне. Все знают об этом, все до единого. И я контролировал, я смотрел за всеми. Видимо, Господь Бог меня готовил к тому, что я буду обвинителем этих всех преступников. Каким-то образом я увлекался вот этим моментом. И помню каждую суку в лицо, Адриан. Геноцида было много. Хватит жить местью, братья. Жажда убийства порождает убийство, говорит Рома Романов. Рома Романов, давайте вы пойдете за русским кораблем, хорошо? Ага. Потому что как только ваши ублюдки ответят за преступление, совершенное против нашего народа, вот тогда мы можем вернуться к вашему разговору, этому комментарию, что давайте жить в мире. Мы не живем местью. Мы не живем ненавистью. Мы требуем сатисфакции, восстановления справедливости в отношении чеченского народа. Наказать их убийц незаконно, вероломно, обвинив нас в взрывах своих домов, вы уничтожили треть нашего народа. Треть оказалась за границей, даже больше. Остальные оказались заложниками. Мы этого прощать, я лично этого прощать не собираюсь. До конца своих дней. А там уже... Пусть дальше чеченцы сами решают, братцы. Нужно им это и нет. Но не при моей жизни это будет. Боже, храни Америку и ракеты Томагавк. Ein Summer Wolf. Абсолютно так. Абсолютно. Аслан, тебя и до этого записывали, я же помню. Записывали, потому что я выступал против фашистской России, и некоторые там могли сказать, да вот он там еврей, там 3-10, чтобы типа попробовать нивелировать. Дело в том, что если я говорю как еврей за чеченцев, или же евреев поддерживаю, то мои слова ровным счетом ничего не значат. Потому что, конечно, еврей будет поддерживать евреев, это же понятно. А если я говорю как чеченец, тогда любой молодой чеченец скажет, а что это такой за чеченец, который у всех там на слуху, и он говорит об Израиле вещи, которые абсолютно противоположны вот этой пропаганде. И у него начнет включаться логическое мышление. Да? Он начнет задумываться, а я же не враг, я каждый раз говорю чеченцам, и это правда, я не еврей, я не американец, я чистокровнейший чеченец. Ничего мне американцы и евреи мне не дали, чтобы я это говорил. И никто бы меня не заставил бы говорить то, что я захочу. Ни за какие деньги я бы это не стал бы делать. И все, что я делаю, ни за какие деньги никто не будет делать. И то, что не будет делать, вы видите, что нет никого, кто это делает. Просто, чтобы было понятно. Поэтому, конечно же, я это делаю так, как я это мое личное мое мнение. И вот для того, чтобы мне не поверили молодые чеченцы, вот эти люди распускают слухи, что я это говорю, потому что я еврей. А я это не поэтому говорю. И не потому, что я за Израиль. Это потому, что это справедливо. Понимаете? И эти люди незаконно были убиты. Абсолютно вероломно, подло. И нам, чеченцам, более того, предложили в этом поучаствовать. Нам предложили в этом вместе разделить ответственность вот этих ублюдков. Нам предложили разделить ответственность. Извините, но мы к этому не готовы, друзья, Адриан, разделять. Наши чеченские бойцы никогда не убивали женщин и детей. Никогда.
Единственное, что делали максимально чеченцы, хотя имели право по закону, да, если убивают твоих, ты можешь отвечать. И все это делают. Зеркальные меры применяют все. И Россия это делает, и любые другие страны применяют, если убивают женщин, детей. Так вот, мы не убивали женщин, детей русских. Мы призывали наших детей не убивать. А русские убивали своих женщин, детей, чтобы продолжать убивать чеченских детей и женщин. Это было в Беслане, это было в Буденновске, это было везде, в Норд-Осте, везде, где русские применяли свои методы. Как-то так, да. Так. Лично мое мнение, что Чечня воевала с евреем. Ой, все, давай. Твое мнение, оно ошибочно. Оно... Аслан, ты за коллективную ответственность для русских? Я да, говорит, этот момент. Ну, в принципе, коллективная вина на русских лежит на всех. Абсолютно на всех. Я, как чеченец, проживший в России, я могу сказать, подавляющее большинство русских одобряли геноцид, совершаемый над чеченским народом. Подавляющее, за редким исключением, которые были. Подавляющее большинство русских одобряло оккупацию Крыма. Я тогда находился в России, в Москве, и части Луганской и Донецкой оккупации. И в один щелчок, как только по телевизору начали говорить об этом, русские начали говорить, что Крым их, что правильно, хохлов нужно мочить, там, третье, десятое. Это я со всеми переругался на работе, там, да везде, где только я там сталкивался, потому что все считали, что хохлы какие-то там убийцы, которые там что-то сделали. Я говорю, а вы никогда не говорили до этого? Я не слышал от вас, что вы без Крыма жить не можете. Я никогда не слышал, что вы едете отдыхать в Крым. Вы все ехали куда-то там в Таиланд, в Турцию, в Египет, в Европу. Ну, почему-то про Крым мы не говорили. А теперь выясняется, что вы без этого Крыма жить не могли. Как вы мне это объясните? И они затыкались, не знали, что сказать. Я огромную просто кучу дискуссий и споров проводил на эту тему. Я считаю, весь русский народ, весь российский народ, я скажу больше, чем русский, если есть такой российский народ, или советский народ его называть, который есть, виновен в том, что произошло с чеченским народом, с грузинским народом, с сирийским народом, с украинским народом. Абсолютно я это так считаю. Я не знаю, что ты вкладываешь под коллективную ответственность. Нужно ли их сажать всех там и так далее. Штрафовать нужно, на Россию накладывать конкретные огромные санкции, чтобы она десятилетиями выплачивала. Чтобы русские поняли, что убивать других людей только потому, что ты, лежа в собственной луже, после хорошей попойки возомнил себя великим и там имперцем, что это делать нельзя. Даже если ты выпил 40-градусную, даже если еще что-то произошло, что тебе очень захотелось уничтожить чеченцев, потому что видите ли, что чеченцы не хотят жить с этой фашистской русней. Понимаете? И всех это устраивает. Это менталитет этих людей. Поэтому, да, если в этом смысле, да, русские должны платить десятилетиями, может быть, столетия, век, платить должны. Из поколения в поколение, как 400 лет они нас уничтожали, 400 лет они должны возмещать то, что они сделали нам. Ну и всем остальным в том числе. Да, я считаю, что в этой... И знаешь еще, это очень важный момент. Я считаю,
не хочу пугать, или даже, может быть, хочу пугать, не знаю, как будет правильно. Я считаю, что, в принципе, Россия готова потенциально применить ядерное оружие против Украины или государств стран Балтии, либо Польши, то есть НАТО. И я думаю, что мы уже фактически находимся на завершающей стадии готовности применения фашистской России ядерного удара. И я считаю, что Запад слишком долго тянул эту ситуацию, и нужно сейчас принимать какие-то превентивные меры и попробовать не дать хотя бы этот случай сделать, ну хоть что-то как-то сделать, чтобы они не применили по Украине или по странам НАТО, скорее всего, по Украине, ядерный удар. Ядерный удар. А так посмотрим, будем наблюдать. Ичкерия навсегда. Я с тобой согласен, Аслан. Баркал Ичкерия навсегда. Ва алейкум ассалам. Ичкерия навсегда. Машуэль. Ичкерия навсегда. Цубочина. Цакитаро. Цуц эрчан غاسقي بيز وقع أربع بيز ألا ويا غاسقشن ده حلهش دول وي نوخشي انتريشي يوش دولا أربوشي انتريشي غاسقي انتريشي يوش بيش بوي وي уровень вот я Турции интереш أربوشي интереш юц боша дин дюча турецкие агентуры вот чуерч конкретно турецкие Турции вот и турецкие агентуры возглавляет еще войнюк ира сюлибу Гумки, Кибола, тюркоязычный, набу, ванюк абеш, ночи бушаш бош. И ночи на хадиз, яйтан, что религиозные идут, бусал вежри дубош, деша, что иреш, душу, вейша, деша, ирдеш, душун цер. Да и Турция юшун, щи влияние вант ирзюреш, сюекхаш, сомнений сун, хагуштек дуис. Ночи интерес учитывать еш ячу, ночи хильбиеш бачун, а туречит бин, полностью Турция, что пристегнуть на Турции двоеш, бушуниш. Воевеш да хитталц. Хиттиш, воевеш единиц, боевой единиц, юай алвай, дага хитталц, даха хитталц. Джахар дудая вол ханасан, гарч алвай ду дага хитталц. Ишт использовать деш душуной. Цунделар, цуте вадале шуй, совац, жукчса вац, арбошса вац, гаскшса вац. Со ночи омцу, абюташ бу гаскшс, жукч, арбошц, хайнца совац, соса ночи омцу. Гитео, хабилу хали, хабуча вали, аркаментари язели, коз уахи, иш шо дусо уже ко Европе хавиан, арбуа дауш был. Хала хиц хавиани, мичер цавиани бо, шумасарела, сомилу, изучительно, что массарила, кузалилш беша даже, да и публично чарила, массарила са подноготный, да, значит, публично шайга уже вайлен, рельшу. Цундела сухайн у милуй боша, и уже в прошлом, да. Пойдем дальше, да. Аслан, ты прав, согласен с тобой. Дякую, дякую. Асан, здравствуйте, вы прям помолодели. Это я, Леонид, если не узнали. Джибин, какой Леонид? Здравствуйте. А какой Леонид? Ну, если вы в фашистской России, то не пишите. Асан, на твоем канале много азербайджанцев. Это настораживает. А что тебя настораживает, справедливый человек? Например, после того, как я начал говорить вот, с тюркскими никами, ко мне начали заходить люди, после того, как я начал говорить, что чеченоговорящая турецкая агентура и чеченская, и чеченоговорящая турецкая агентура наносит нам вред наравне с русской агентурой.
Как после этого я начал говорить, вот у меня тут начали появляться. Я еще вижу, что понимают Турции, как говорит чеченская пословица, чье масло кошка съела. Они понимают. Но я вам хочу сказать, вам нравится или не нравится, конечно же, вы поможете там как-то. Я всего лишь человек, меня может не стать в любой момент, но я могу сказать, что все, что я сказал, это в умах чеченцев останется, отразится, и чеченцы будут понимать. Цунделя, я чеченцам говорю, чеченцы, всю вот эту турецкую связь, которые нам помогали, там, к турецкому народу это не имеет никакого отношения. Я с большим уважением отношусь к турецкому народу. Но то, что делает турецкая власть, под видом, что они нам помогают, а на самом деле абсолютно не учитываются чеченские интересы, Турция ведет античеченскую деятельность. Вся агентура, которая работает на Турции, связана вместе с русской агентурой, и здесь они баламутят обычных чеченцев. Религиозников подсаживают на эту тему и начинают использовать, ну и всех остальных, других, в принципе, они не могут использовать. Поэтому мы должны это знать, чеченцы должны это знать. Любая связь, которая есть с Турцией, должна быть подвергнута ревизии. Все должны быть прекрасно понимать, что Турция на протяжении всего этого времени совместно с русскими делала все, чтобы закончить сопротивление чеченцев против фашистской России. Все просто. Все, при этом одновременно помогая. Ну, где-то там. Что-то как-то, я не знаю, если бы нам помогала бы такая мощная страна с такой мощной армией, как Турция, я думаю, наше сопротивление до сих пор продолжалось бы. Но благодаря турецким и русским спецслужбам, Докка Умаров, наш последний президент Чеченской республики Ичкерия, остался без самых надежных своих соратников и вооружения, которые при помощи российской разведки и турецкой разведки были собраны все вот эти люди и переправлены в Сирию через Турцию. Русские спецслужбы довозили людей до границы, то есть врагов своих, боевиков так называемых, как они их называют, ваххабистов, там, исламистов и так далее, они довозили делали им российские паспорта, довозили до границы, передавали турецкие спецслужбы помогали им спокойно зайти в Сирию. Докка Умаров остался фактически без помощи всех своих соратников, которые каким-то образом оказались в Сирии. Все это сделала нам Турция. Вот это нам, получается, сделала Турция. Фактически сопротивление наше спустили на нет. И сейчас то же самое продолжается. Поэтому и объявление Эмират Кавказ сегодня нам это нанесло колоссальный вред. Тогда это было нужно, наверное, я исхожу из того, что, как думал Докка Умаров, которого тоже конкретно через Мовлади Удугова, Кавказ-центр такой есть, Мовлади Удугов, это человек, который пробивал эту идею Эмирата Кавказ, и фактически сейчас дали русским козырь говорить о том, что преемственность власти нарушена, Докка сложил полномочия, объявили Эмират Кавказ, и теперь Ахмед Закаев возглавляет, и теперь, а кто у нас? Есть там президиум, есть там Ахмед Закаев, там есть там Ишсар Аляпов, там 3-10. Таким образом, двойственность или тройственность уже власти бывает. Это самое страшное, что может быть для любого народа. Вот это с нами произошло. Благодаря тому, что Эмират Кавказ объявил Докка. И я думаю, что это делалось при помощи подачи турецких спецслужб. Поэтому эти вещи мы, чеченцы, должны знать. Турцию мы должны конкретно отодвинуть. Если когда шла война и Турция якобы нам пыталась помогать, как бы там, что-то там они там делали, не знаю, что они там, насколько нам помогали, но если они нам что-то в чем-то помогали, то сейчас настало время сказать, подвести итоги их помощи. Да, итоги помощи нужно посмотреть. А итоги помощи говорят о том, что чеченские интересы не учитывались в конечном итоге вообще. Понимаете?
Поэтому мы оставим Турцию там, где она находится, в Турции. Мы, чеченцы, достаточно сами можем справиться. Спасибо за эту помощь, которую нам теперь еще 100 лет кровью харкать придется. Спасибо за поддержку. Вы достойно поддержали, что нам еще 100 лет кровью харкать. Да? Так. Особенно молодежь на религии плюс средства. Да, Шарами Азиев. Именно турецкая разведка, обратите внимание, Тумсо Абдурахманов, это один из самых первых, которых они сюда прислали. С ним связываются представители турецких там спецслужб. И все нормально, никто не разоблачает агента. Тумсо Абдурахман представляет его задачу, он же не от себя действует. Его задача представить нас религиозными фанатиками. Потом здесь на Западе поднимается волна против чеченцев, и всех чеченцев депортируют обратно в Россию. И в этот момент Ахмед Закаев там с кем-нибудь там собирается подписывать, все, мы там вернулись, теперь мы на связи, там туда-сюда. Вот. Получается что? Вот какой был план у турецких спецслужб вместе. А где чеченский вопрос тогда, я спрашиваю? Почему наши интересы? Ладно, туркам, у них свои задачи, они свои патриоты, у них свои зарплаты, и они работают на свой народ. А где чеченцы, которые должны думать об этом? Почему меня пытались втянуть вот в эту КГБшную, вот в эту клоаку? Турецко-КГБшную клоаку? Почему? Объясните мне. Поэтому мы будем разоблачать турецкие спецслужбы наравне с русскими спецслужбами. Конечно, турецкие спецслужбы не убили чеченский народ так, как это сделали русские. Конечно же. Но турецкие спецслужбы помогали русским сделать так, чтобы чеченцы дезориентировались и остались без возможности отстаивать свои интересы. Ну, в принципе, это логично. Любая спецслужба будет действовать аналогичным образом. Аналогичным образом. Тем более соседская, которая на Кавказе, туркам не нужны какие-то свободолюбивые, своенравные чеченцы. На Кавказе никому, ни Ирану, ни Турции, ни русским это не нужно. И мы это должны понимать. Поэтому я буду рассказывать об этом. Если у вас есть информация о том, как действовала турецкая разведка, как она сейчас действует, как ее агенты действуют под видом больших патриотов чеченцев, и они вербуют нашу молодежь. У них деньги, здесь в Европе у них есть деньги, у них есть здесь свои джамааты так называемые, и они для чего-то готовятся. Для чего там четкая иерархия, все поставлено. Чеченский народ истребляется, чеченскому народу наносится зло. Где вы все? Где вы защитники, там, спасители чеченцев, там, Уммы, Корана и всего остального? Где вы? Вас нету, потому что вы не защитники Корана, Уммы и Уммы. Вы-то думаете, наверное, а вот ваше руководство имеет на вас другие планы. Их задача, чтобы когда нужный час, не когда чеченцам это, а когда Турции это нужно, вот тогда вас задействуют. Поэтому я призываю всех чеченцев внимательно посмотреть на свое окружение, посмотреть, кто вами там сверху управляет, кто грудь бьет там, что вот он за чеченцев, там, за мусульман и так далее, и так далее. И вот таким вот образом они у них деньги, у них средства. Почему-то ни Турция, ни Турецкая не дает независимым чеченцам. Ни денег не дает, ни поддержки не дает. Потому что они хотят использовать нас снова против для чего-то, для своих целей. Сейчас использовали против русских для своих целей.
И все, и теперь все, договорились, Чечня умиротворена, как они считают, все нормально, русские и турцы братья навек, а чеченцы пускай по всему миру ходят там, нищенствуют, да, без денег, без каких-либо возможностей, обвиняемые во всех тяжких преступлениях, террористы, фашисты, людоеды, извращенцы и все остальное. Вот что нам делает Турция вместе с Россией. Конечно же, Россия вне конкуренции, Россия это генетически враг чеченского народа, они ненавидят нас лютой ненавистью, мы это должны знать. Но мы должны знать также, что на этой земле есть якобы наши друзья, которые делают все, чтобы мы стали в угоду русских, мы стали подчиняться русским. Пошли вы все за русским кораблем, я вам говорю. Все до единого, кто так считает. Чеченцы есть, чеченцы будут. Понимаете? Чеченцы есть и чеченцы будут. И на Кавказе мы будем решать. Мы будем решать наши интересы, национальные интересы чеченского народа. Ни Турции, ни Ирана, который сейчас нам религию навязывает. Вы знаете, что Иран усиленно шиизм нам внедряет при помощи русских России. Вы знаете это? А я вам вот объясняю. Усиленно нам шиизм навязывается. Усиленно. Понимаете? И турков это устраивает. Всех это устраивает. Да? И русских это устраивает. Главное, чтобы чеченцы не стали единоличной силой. Такой знающей, где ее интересы, где то, что нужно, выгодно именно чеченцам. Как-то так, друзья, как-то так. Как-то так. Сейчас, друзья, еще минутку. Так, мы уже 2 часа в эфире. Как время летит с вами? Незаметно. Кстати говоря, сегодня будет стрим в 7 часов. Ого, эти персы проклятые и в Чечне активны. Да, Гудрат Балаев, абсолютно так. У нас на территории вот сейчас поступают разные там моменты. Нам под видом через русских попов, вот этих так называемых мул из духовного управления мусульман, усиленно нам внедряется шиизм. Шиизм. Это разделение нас идет на суннитов, шиитов, а потом, конечно, через уже свою агентуру, это, наверное, тоже уже свои какие-нибудь там к персам относящиеся народы или народности, которые среди нас находятся. Наверное, так. Потому что, ну, уже явно откровенно нам навязывается шиизм и внедряется, не тоже навязывается. Чеченцы его не примут, как только узнают, что это шиизм. Ну вот то, что под видом, ты же не знаешь, где шиизм, все говорят Аллах, все говорят там бисмилля, и ты думаешь, ну, ислам, все, люди многие не образованы. Этим тоже нужно заниматься, этим тоже нужно заниматься. Алексей С. Тумсо Абдурахманов не турецкий шпион. Тумсо Абдурахманов российский шпион, русский агент, который занимался переводами, когда работал в прослушке в Федеральном унитарном, государственном унитарном предприятии в ГУП. Электросвязь. Понимаете? Он занимался переводом. Это человек на руках, или же, по крайней мере, по его переводам, по его вот этой информации, тысячи чеченцев было убито, тысячи наших бойцов убито. Поэтому, конечно же, это не русский агент. Русский, не турецкий агент. Это самый настоящий, русский агент. И сомневаюсь, что он чеченец. Да.
Мы сами остались без помощи в 90-х годах со стороны турецкого режима. В результате были оккупированы 20% территории с помощью русских на стороне армян. Да, я знаю. Да, я знаю. Да. وقام خلق دينا دقوة تركوا يبوق سون تسخا غاسق بو يخلق ديناش غاسق شان ديري بيلق نباقي شات سوي نتسو غاسق شان غودياش بيش تركوا يبر تسان غوديناش سون حقوشتك بو سمنيني يويس السمنيني اتستاي واتيريو يوزي تريو نوخشان إغاسقي اسمو بوزي تر تركوا اشون بوزي تربو تركوا بوزي تربو تركوا شان بولبيش بول نوخشمو اتبيوتشي Sülü bu, omki bu, ve nukra aşbol, senti bu albiş bu, üç boziter bu. Sen melo işvek. Der do dikloizer şo. Nohçi tsimiş, that's nohçi boçsen, that's şey dehilç goyç, that's şey hudu aş gayter tron. O goyter dut trainhum dichtseloy. Asi diitsma diitseron nohçuçu. Tsaizeron. Otsere umuhtso. It diitseron. Югалисти YouTube чували, хажала. Так, Студион, я думаю, пора заканчивать. Следующий стрим, я заканчиваю свой сегодняшний стрим. Следующий стрим, Хана война, среда дуэн. Следующий стрим будет, наверное, на чеченском. И как раз мы поговорим о Турции, о турецких вот этих вещах. И обязательно в следующем стриме на русском языке мы поговорим, в одном из следующих, поговорим о вреде, то, что нанесла нам Турция совместно с Россией по уничтожению чеченского государства, по попытке уничтожения чеченской государственности и помощь уничтожения, геноцида чеченского народа под видом помощи нам. Под видом помощи нам. Вот я свой стрим оставил. Шун масан дейресхуль. Друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Завтра, следите за новостями, не знаю, завтра получится или нет. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикёль маш оль, бюздей оль.